Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 12,5 лет строгого режима получил житель Алданского района за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки. В декабре прошлого года подсудимый пришел домой к своей знакомой под предлогом подарить ее 8-летней дочери подарок. Матери ребенка дома не оказалось, и злоумышленник, воспользовавшись этим, совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. С момента задержания до момента вынесения приговора мужчина категорически отрицал свою вину в совершенном преступлении, утверждая, что все обвинения – это детские выдумки. Однако следствием собрано достаточное количество доказательств, в том числе проведена генетическая экспертиза. Еще один педофил, на этот раз в Колымском районе, получил 18 лет строгого режима. Он 5 лет насиловал пасынка и падчерицу. С мая 2010 по апрель 2015 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, применяя к своему несовершеннолетнему пасынку физическое насилие и используя его беспомощное состояние в силу малолетнего возраста, неоднократно совершал в отношении мальчика мужеложство и насильственные действия сексуального характера. На момент первого эпизода преступной деятельности, установленного следствием, ребенку было всего 7 лет. Кроме того, на протяжении 3 лет подсудимый совершал изнасилование несовершеннолетней падчерицы. При этом злоумышленник угрожал ей физической расправой в случае придания его действиям огласки. Преступные действия в отношении детей были выявлены лишь после их обращения совместно с тетей в следственные органы. В отношении них были проведены необходимые реабилитационные мероприятия с участием медицинских работников и психологов. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина не признал. На судебном заседании отказался от дачи показаний, что не помогло ему избежать ответственности за совершенные злодеяния. Следует отметить, что мать детей их воспитанием не занималась, злоупотребляла спиртными напитками и при допросе, выгораживая сожителя, заявила следователю, что не замечала происходящих изменений в семье. Позже она была лишена прав на воспитание детей. Поиски пропавшего молодого мужчины в Сунтарском районе Якутии продолжаются. Как сообщили в службе спасения, мужчина 1997 года рождения ушел в местности Соготох-Кит, которая переводится как «одинокая лестница», в сторону села Аллага, который находится в 5 километрах, в ночь с 22 на 23 июня. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Поисково-спасательная группа службы спасения выехала в село. В Якутске мужчина обратился в суд с иском к окружной администрации о взыскании материального ущерба, причиненного автомобилю в результате наезда на люк. В августе 2016 года он проезжал по Севастопольской улице, столицы республики, и наехал на люк, который выступал на 12 сантиметров над дорогой. Автомобиль получил механические повреждения. Представители окружной администрации Якутска с заявлением о возмещении ущерба не согласились. Тем не менее, суд удовлетворил требования водителя. Директор Нерюнгринской ГРЭС получил предупреждение от прокуратуры о недопустимости отключения горячей воды на длительный срок. Напомним, ранее компания оповестила жителей о отключениях в связи с ремонтными работами. Однако сроки мероприятий оказались недопустимыми. В городе Нерюнге, поселках Серебряный Бор и Беркакит горячее водоснабжение будет отключено на 20 дней, а в поселке Чульган на более чем 50 дней, что противоречит требованиям санитарных правил и норм, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Согласно приведенных санитарных правил и норм, период отключения горячего водоснабжения в населенных пунктах не должен превышать 14 суток. 14 июня 2018 года в связи с этим прокурором города Нерюнгри директор филиала Нерюнгринская ГРЭС акционерного общества ДГК предостережен о недопустимости нарушений требований действующего законодательства. В Нерюнгринском районе Федеральной службой судебных приставов был проведен рейд исполнительных производств неимущественного характера, связанных с административным приостановлением деятельности. Побывали в рейды и наши корреспонденты. В ходе рейда для фиксации административных правонарушений в случае несоблюдения судебного решения службой приставов ведутся проверки точек, ранее приостановивших свою деятельность, среди которых есть производители пива, пивзавод и шашлычная. В плановом рейде проверялось также кафе «Уали», которое ранее приостановило свою деятельность из-за выявленных нарушений Роспотребнадзором. Кроме этого, с целью проверки соблюдения судебных постановлений о приостановлении работы рентген-кабинета был посещен Нерюнгринский противотуберкулезный диспансер. Действие рентген-кабинета приостановлено по причине отсутствия санэпидзаключения на условия работы. Санэпидзаключение мы сделать не смогли из-за
Отсутствие финансирования на проведение необходимых мероприятий. Работа структурных подразделений Федеральной службы в данном направлении поставлена на оперативный контроль. При проверке объектов заполняется акт, в котором главным пунктом указывается целостность пломб и приостановление деятельности данных точек. В ходе проверки исполнительных производств, связанных с административным приостановлением деятельности, нарушений выявлено не было. Все должники исполняют решения в полном объеме. Целостность пломб, которые были наложены судебными приставами, не нарушена. Необходимо отметить, что судебными приставами применяется целый комплекс мер по увеличению эффективности выполнения требований исполнительных производств. Александра Цыбикова, Лилия Ягудина, Нирингри. На этом пока все. Берегите детей.